Продолжаем освещать самые заметные события. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы выпуска. ДТП с летальным исходом в Ленском районе. Toyota Land Cruiser 105 влетела в теплосеть. Ученые Российской академии наук озвучили свою версию массовой гибели морских обитателей на Камчатке. И объем грузоперевозок вырастет до 300 тысяч тонн в год. Озвучим планы по расширению морского порта в Тикси. В результате ДТП в Ленском районе Якутии погиб мужчина. Еще двоих госпитализировали в районную больницу. Об этом сообщили нашему телеканалу в ЕДДС района. Так, примерно в 5:30 утра поступило сообщение, что в Ленске на улице Победы произошло ДТП. Установлено, что водитель 98-го года рождения, управляя машиной Toyota Land Cruiser 105, не справился с управлением и наехал на теплосеть, сообщили в диспетчерской службе. В салоне машины находились водитель и два пассажира. Один из них получил повреждения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте при оказании медпомощи. А водитель и другой пассажир сейчас находятся в реанимации. Медосвидетельствование не проводилось, так как пострадавшие находятся в бессознательном состоянии. Водитель ранее привлекался к административной ответственности. Стратовулкан Карымская сопка, расположенный в Камчатском крае, выбросил столб пепла высотой около 5 километров. Об этом сообщила пресс-служба Камчатской группы реагирования на вулканические извержения. По сообщению организации, шлейф дыма распространился на расстояние до 40 километров в юго-восточном направлении. Также предупредили о возможной опасности для низколетящего воздушного транспорта, а выбросу присвоили оранжевый код авиационной опасности. Далее относительно причин массовой гибели живых организмов в Авачинской бухте на Камчатке. Ученые Российской академии наук уверены, что это связано с природным явлением. После анализа проб воды и тканей погибших гидробионтов достоверно было исключено техногенное воздействие на акваторию, сказал вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов. Проанализировав данные объективного наблюдения за 20 лет, информацию от сейсмологов и проведя еще множество исследований, ученые пришли к выводу, что речь идет о таком явлении, как красный прилив, а непосредственным виновником гибели стали микроводоросли корения. Как пояснили ученые, эти водоросли выделяют токсины, которые воздействуют в первую очередь на донные организмы. Именно такие и составили основную часть биомассы, выброшенной штормом на берег. Само по себе это явление является необычным, и ученые спорят и будут точно продолжать изучение, что же привело к такому их размножению, которое в итоге и вызвало гибель морских животных. Но, по крайней мере, можно уверенно сказать, что техногенные токсины, какие-то сбросы, которые могли бы происходить, не привели к этому явлению. В то же время мы понимаем, что океан меняется очень сильно, и нам предстоит адаптироваться к этим изменениям. Вполне возможно, что такие красные приливы будут повторяться регулярно. Поэтому целый ряд мер мы начинаем реализовывать уже сейчас. А тем временем в Якутии получены первые итоги работы по программе комплексных научных исследований экологического состояния реки Вилюй. Программа реализуется по трехстороннему соглашению между правительством Якутии, акционерной компанией «Алроса» и целевым фондом будущих поколений. Подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. На сегодняшний день уже проведены первые этапы исследований по всем трем направлениям работы. Это мониторинг состояния реки Вилюй, здоровья людей, а также обеспечение альтернативными источниками воды. Договоры с исполнителями заключены через целевой фонд будущих поколений. Сейчас уже результаты проведенных предварительных исследований доложены на Объединенных ученых советах Академии наук. И также в декабре будет годовой отчет на Межведомственной республиканской комиссии. А также планируется уже в январе-феврале отчет перед населением Вилюйской группы районов. Одним из самых важных направлений работы, конечно же, является здоровье людей, проживающих на территории бассейна реки Вилюй. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, сегодня уже проводятся научные исследования в ряде населенных пунктов Вилюйской группы районов.
Мы сейчас, значит, в этих населенных пунктах нанимаем сотрудников, которые проводят по нашему анкетирование населения, берут пробы крови, волос и направляют нам для определения в них содержания микроэлементов, проводить различные лабораторные исследования для изучения липидного спектра, антиоксидантной системы организма, для изучения иммунной системы и также для выполнения определенных генетических исследований. Напомню, что еще в прошлом году между правительством Якутии и компанией «Алроса» и Целевым фондом будущих поколений было подписано трехстороннее соглашение. Его предметом стало комплексное исследование экологического состояния реки Вилюй. Для того, чтобы как раз и получить итоговую, качественную, экспертную именно оценку, как раз и проводятся все вот эти исследования. На сегодняшний момент выполнены натурные обследования, то есть были экспедиции, то есть в ходе экспедиции проводились забор проб, различные исследования. Мы выступаем не только вектором, и флагманом, но мы призываем другие юридические лица, другие компании, которые работают в этом регионе, следовать нашему примеру. Результаты первого этапа исследований будут озвучены на расширенном заседании межведомственной комиссии. Принятая программа исследований рассчитана на 2019-2024 годы. Она предполагает общее финансирование компании «Алроса» на сумму в 138 миллионов рублей. Из них еще в прошлом году на финансирование первого этапа были направлены 40 миллионов. Примерно столько же запланировано на работу по проекту в этом году. Юрий Осипов, Максим Кардозу, Виктор Олисов. Правительство России направит 200 миллиардов рублей из бюджета на открытие новых месторождений в арктической зоне. Средства будут выделяться до 1935 года. В настоящее время Минприроды совместно с Минвостокразвития завершают подготовку долгосрочной программы развития геологоразведки в регионе. Добыча на новых месторождениях поможет обеспечить грузооборот по Северному морскому пути. Кроме того, уже сформирован перечень проектов, позволяющих нарастить транспортировку грузов по данному направлению до 80 миллионов тонн в ближайшие 4 года. Отметим, увеличение перевозки грузов через Арктику планируется стимулировать за счет ряда налоговых льгот и преференций, предоставляемых резидентам арктической зоны. Между тем, реализация программы по обновлению портовой инфраструктуры поселка Тикси Былунского района позволит к 2025 году нарастить объем грузоперевозок до 300 тысяч тонн в год. Первый зампред правительства республики Андрей Федотов на открытии арктической форумной недели рассказал о программе модернизации морского порта. По его словам, для достижения таких результатов в рамках модернизации создадут условия для безопасного захода в порт морских судов с осадкой до 10 метров. Также расширят границу порта. Вдобавок рассматривается возможность строительства специального глубоководного причала недалеко от Тикси в районе села Найба. Андрей Федотов добавил, что морской порт Тикси может стать основной распределительной базой северного завоза для всех арктических территорий России. Летом текущего года жители микрорайона Нефтебаза города Покровска добились транспортного сообщения между населенными пунктами. Однако радость длилась недолго. Стоило возникнуть первым проблемам с расчисткой дороги в микрорайон, как местные жители снова оказались отрезанными от мира. Подробнее в сюжете с Аргалан Неустроевой. Проблему с транспортом жители Нефтебазы испытывали всегда. На сегодняшний день там проживают всего 49 человек, большинство бывшие работники местного предприятия. Но ситуация в корне изменилась, когда Нефтебазу закрыли, а единственный служебный автобус отправили в Якутск. Живем здесь 1994 года и бьемся за автобус уже много-много лет. Когда раньше ходили за автобус? Да, он ходил с прошлого сюжета. Он ходил у нас по Нефтебазе, по Солнечной и до Зверофермы. Опять хоть какой-то нюанс со снегом, с дорогой, и опять к нам заезжать не будет. Поэтому мы просим мэрию, которая взяла на баланс нашу дорогу, регулярно ее чистить. Теперь до Нефтебазы ходит один единственный маршрут, которого в принципе с лихвой бы хватило на небольшое население микрорайона. Однако, со слов местных жителей, автобус постоянно ломается, испытывает проблемы с дорогой, а в праздничные дни и вовсе перестает работать. Я говорю, такси, если вызывать, ездить в Покровск, ладно за продуктами, а если знаете, к врачу или еще куда, каждый раз по 350 туда и обратно, это очень дорого. Пенсии-то не хватит. И иной раз уже безвыходное положение,
как это выразиться, качкуемся или как, спрашиваем, кто куда поедет, хотя бы трое едем в Покровск и ждем так вот друг друга и обратно, потому что одному человеку это туда и обратно 700 за день, это не вытянуть. Спрашиваю у кондуктора, почему вы не ездите? Они говорят, не почищено, поэтому не ездим на нефтебазу. Проходит 2 дня, почистили дорогу, я подхожу к кондуктору, говорю, поехали, ведь дорогу уже почистили. Она говорит, нету распоряжения от главы Улуса или распоряжения от главы города, чтобы нам ехать через нефтебазу. Я говорю, и долго это ждать, когда вы получите это разрешение? Она говорит, я ничего не знаю. Как хотите, так и живите. Тем временем, со слов представителей администрации города, автобусы до нефтебазы продолжают ездить. Причем ситуация якобы подконтрольная. А все случаи, когда автобус не заезжал в микрорайон, ссылают на технические причины. 20 октября совместно с городской и районной администрацией и руководством МУП АТП был выезд на место, где обговорили то, что автобус будет ходить 22 октября на данный микрорайон. Дорожными службами чистится своевременно, автобус уже ездит в данный микрорайон нефтебаза. По информации МУП АТП, автобус не ездил по техническим причинам. Свою вину МУП АТП отрицает. Дескать, ездит с нефтебазы в лучшем случае 1 человек, а заезжать в данный населенный пункт проблематично. Да и работают они себе в убыль. Хотелось бы узнать, вот вопрос о состоянии автобусов, он как-то будет решаться? Автобусы, ничего такого не было. Это Ларсон, видно, дезинформирует. На нефтебазу же автобус заезжает 113-й 8 раз в день. Сейчас мы с понедельника мониторим, вот, как договорились, улусная администрация и городская мэрия. Вот сейчас у меня кондуктора переписывают, сколько человек вообще ездит. Пустые автобус ходят. Проблема, что называется, комплексная. Тут и плохие дороги, и неразвитая инфраструктура, и отсутствие каких-либо социальных учреждений и логистики. Буквально не населенный пункт, а островок, отрезанный от цивилизации. И до сих пор жизнь людей зависит от одного автобуса. Сарглана Неустроева, Федор Тарасов, Хангаласский район. Сегодня отмечается День водителя. Как раз к празднику 27-летний Арсений Державин из Омска превратил старый автомобиль «Москвич» в ретро-пикап в стиле культовых ковбойских кадиллаков. По словам автолюбителя, идея пришла случайно. Для того, чтобы добиться максимального сходства, создатель пикапа приобрел «Москвич» модели ИЖ-2715 и переделал кузов. Теперь задняя часть машины щеголяет с грузовой площадкой и откидным бортом. Державин заказал из Москвы хромированные колпаки и стилизованные зеркала заднего вида из Казани. Кроме того, автомобиль несколько раз перекрашивали, так как владелец добивался классического цвета Candy Red. Амич начал метаморфозу «Москвича» в ноябре прошлого года, и на всю работу у него ушло около 10 месяцев. По словам владельца пикапа, разгоняться автомобиль может до 120 км в час. Фотографируется, конечно, но такого ажиотажа, если честно, не ожидал. Даже с первых дней выезда из гаража, то есть уже в подготовленном состоянии. Много сигналили, люди руками там махали, говорили: молодец, классно у тебя получилось. Подходили на улице просто, когда вот автомобиль стоял, подходили, фотографировались. Да и так бывает, едешь в потоке, смотришь, там тебя снимают. Мы напоминаем соблюдать безопасную дистанцию, а в общественных местах обязательно носить маски. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.